Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о возможном уголовном преследовании мужчины за то, что он сел за руль своего автомобиля. Вы можете что-нибудь сказать? Вас пьяным поймали или как? Покажем последствия невнимательности одного из водителей на перекрестке улиц Чуйкова и Адаратского. Вон он весь тонированный, черный, как в танке. В одной из машин был ребенок. А также вместо анаболиков шанс стройнеть в местах лишения свободы. Хотела похудеть, все меня к этому привело. Экс-сотрудницу фитнес-центра обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ. Это и не только. Прямо сейчас. Водитель «Лады Калина» может подвергнуться уголовному преследованию за то, что сел за руль своего автомобиля. «Ладу» автоинспекторы остановили для рядовой проверки документов. Их у мужчины не оказалось, зато имелся устойчивый запах спиртного. Алкотестер подтвердил догадки полицейских. Почему у водителя не было прав и что его ждет, теперь знает Алия Хайруддинова. Вы выпивали, да? 1,605, 1,605. Вы можете что-нибудь сказать? Вас пьяным поймали или как? Говорить, какие претензии к нему возникли у автоинспекторов, мужчина не захотел. Он прятал лицо и был крайне немногословен. Свои эмоции выражал жестами и только в тот момент, когда объектив был направлен не на него. Не хотели славы и его товарищи. «Ладу Калина» для рядовой проверки документов автоинспекторы остановили на улице Шоссейная, что в поселке Борисоглебское. Прав у него не оказалось. К тому же, когда водитель открыл окно, в нос сотрудникам ГИБДД ударил запах спиртного. Чтобы подтвердить или развеять свои подозрения, инспекторы предложили водителю пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что мужчина перед тем, как сесть за руль, действительно пил. 0,450. За руль мужчина, скорее всего, на законных основаниях сможет сесть еще не скоро. Он второй раз попадается за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Решение о лишении мужчины водительских прав было принято 29 декабря 2017 года, но водительское удостоверение он сдал только 9 апреля 2018. С этого времени и пошел срок наказания. Теперь ему грозит уже уголовная ответственность. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 2 лет. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Один человек погиб, один госпитализирован в результате страшной аварии на 23-м километре трассы Казань-Оренбург. В половине 6 утра водитель «Мазды», едущий со стороны Оренбурга, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Исузу». Водитель легковушки погиб на месте. Мужчина, управлявший грузовиком, получил травмы и был госпитализирован. По предварительной версии, водитель «Мазды» просто уснул за рулем. А в Альметьевске на улице Ленина столкнулись сразу 4 машины. В социальных сетях появилось видео последствий аварии. По рассказам пользователей сети, водитель Toyota Land Cruiser на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где сначала снес светофор, а после зацепил еще 3 автомобиля. Участникам аварии потребовалась помощь эвакуаторов. Дальше перекрестка улиц Чуйкова и Адаратского не смогли сегодня днем проехать Toyota Avensis и Hyundai i30. Один из водителей не пропустил при маневре встречный автомобиль. Удар был очень сильный. Hyundai практически лишился передней части. К слову, пассажиром этой иномарки был ребенок. Не меньше досталось и Тойоте. Алсу Ахмедзянова продолжит. Получается, я вот в бок въехал. На передней части Hyundai ни одного живого места, на его водителе и малолетнем пассажире не царапины. Во многом благодаря сработавшим подушкам безопасности. Владелец корейской иномарки объяснил, что ехал по улице Адаратского. На пересечении с улицей Чуйкова на его пути оказалась Toyota, водитель которой ехал навстречу и вдруг решил повернуть налево, не пропустив перед этим автомобиля. Говорит, что типа я тебя не заметил. Все. Ну, типа, со всех сторон. Вон он весь тонированный, черный, как в танке. Правильно он не заметил. Второй участник аварии от комментариев отказался. Я ничего не буду говорить, ладно? Извините, пожалуйста, если не важно. Для выяснения всех обстоятельств участники ДТП остались дожидаться на месте автоинспекторов и, вероятнее всего, эвакуаторов. Алсу Ахмедзянова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. «Вызов 112».
Завышал себе зарплату, начислял премии и брал плату за то, что жители организовали самостоятельно. В отношении бывшего директора Набережно-Челнинской управляющей компании «Центральный» Следственный комитет возбудил уголовное дело по 2 статьям – мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Следователи установили, что 50-летний мужчина от имени организации заключил с индивидуальным предпринимателем соглашение на организацию круглосуточной вахты в одном из домов по проспекту Раисы Беляева. При этом в действительности вахта в доме была организована самими жильцами задолго до этого и оплачивается ими до настоящего времени. В результате мужчина незаконно получил более 244 тысяч рублей. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый незаконно завышал себе заработную плату и выписывал премии. Таким образом, ущерб от его действий составил более 700 тысяч рублей. Хотела стать стройнее, причем быстро оказалась на скамье подсудимых. Московский суд сегодня вынес приговор 35-летней жительнице Казани за контрабанду сильнодействующих веществ. Сама же подсудимая уверяет, знать не знала, что заказанные в интернете препараты для наращивания мышечной массы для ввоза в Россию таким вот образом запрещены. Просто хотела похудеть. За такой Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 7 лет диеты в местах лишения свободы. Что решил суд, знает Айрат Назипов. Худеть хотела. Желая достичь идеальных со своей точки зрения форм, экс-инструктор фитнес-центра, видимо, догадывался, что самой их принять будет очень сложно. Решила воспользоваться фармацевтикой. И в Беларуси нашла препараты, которые помогут ей достичь желаемого результата. Органом предварительного следствия обвиняется в том, что у нее возник умысел на употребление сильнодействующих веществ, повышающих рельеф и рост мышечной массы. В связи с этим она заказала через интернет-сайт на свое имя посылку, в которой находились препараты в виде таблеток, содержащих в составе сильнодействующее вещество, запрещенное в свободном обороте. Следствие твердо стоит на своем. Она знала, что делала. Сама препараты оплатила банковской картой. Они стоили порядка 7 тысяч рублей. Посылка пришла, она ее забрала, чтобы добиваться желаемого результата пероральным методом. Адвокат же видит все по-другому. Не отрицает, да, хотел купить. Интересовалась. Даже на сайт зашла, пообщалась с электронным помощником. Спросила про законность, получила ответ, что все разрешено. К слову, в Беларуси эти препараты не попадают под запрет. Спустя время она снова вернулась на тот же сайт. На сайт опять пришло сообщение, уже автоматически, что ей предоставлен бесплатно такие-то препараты. И когда было написано письмо этому электронному помощнику, что, извините, мы ничего не заказывали повторно, тут же пришло сообщение, это ошибка, извините меня. Вот, хотя было все полностью, что оплачено за препараты. Кто платил, непонятно. После получения препаратов на девушку возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Она предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Адвокат считает, что в ситуации, в которую попала его подзащитный, может оказаться кто угодно. У нас хоть и говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности, но большинство людей-то у нас не интересуется законом. А тем более в последнее время, когда выходит очень много статей по Уголовному кодексу, то есть дополнительно. Просто даже профессионал не успевает всегда отслеживать. А уже что говорить о простых людях. После задержания обвиняемая находилась под подпиской о невыезде. 35-летняя женщина полностью признала свою вину и попросила суд рассмотреть дело в особом порядке. Стороны не возражали. В судебных прениях государственное обвинение попросило назначить фигурантке наказание в виде 3 лет лишения свободы. Правда, условно. Адвокат просил еще меньше. В том, что я совершила, я раскаиваюсь. Никогда в моей жизни такого не было. Я думаю, больше никогда не будет. Я, в всяком случае, постараюсь. На самом деле, хотела похудеть, и все меня к этому привело, то, что сейчас происходит. Для меня уже это само по себе является наказанием. Суд решил, что добиться идеальных для себя форм девушка сможет самостоятельно, и тюремная баланда ей тут не помощник. И приговорил подсудимую к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год. Штрафов суд решил не назначать. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Следственный комитет продолжает поиски стажера Нижнекамского УМВД Гарипова Ильнара Мирсалимовича. 35-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Гарипов вместе с бывшими в то время начальником отделения по борьбе с групповой преступностью отдела уголовного розыска Ринатом Ахмедшиным и оперуполномоченным Михаилом Логачевым применяли физическое насилие в отношении жителя Нижнекамска, вынуждая того признаться в причинении вреда здоровью. 2 других фигурантов были задержаны в рамках расследования уголовного дела
доведения до самоубийства 22-летнего жителя Нижнекамска Ильназа Пиркина. Гарипову удалось скрыться. Его приметы: рост около 165 сантиметров, коренастого телосложения, глаза карие, волосы темные, прямые, короткие. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, следователи просят обращаться по телефону, указанным на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.